Ассаламу алейкум, друзья, и мир вам! Вас приветствует Чечен-синдром. На фронтах Великой Отечественной войны защищали родину от немецко-фашистских захватчиков не только взрослые чеченцы, но и подростки. Один из них – Зелимхан Максутов, 1929 года рождения, из 299-го гвардейского Тернопольского минометного полка, сформированного в Перми. Его, осиротевшего и находившегося на грани дистрофии, подобрали в декабре 1942 года. У черноморского поселка Якорная щель простые солдаты. Как он попал в поселок, неизвестно. Солдаты решили взять его к себе, и стал чечененок Зелик. Солдаты прозвали так Зелимхана Максутова, сыном полка. Мальчишка очень любил писать короткие стихи, которые посвящал своим старшим, боевым друзьям. А также, несмотря на свой малолетний возраст, мальчик поражал своим бесстрашием. Смерть не пугала его, казалось, он пугал смерть. Так, в ходе одного из тяжелых боев с фашистами под Харьковом, он, рискуя собственной жизнью, уничтожив шквальным огнем наступающих фашистов, спас от позорного плена раненого командира взвода лейтенанта Русакова. За этот подвиг и проявленное при этом мужество и героизм, в свои неполные 13 лет, он и получил свою первую награду – медаль за отвагу. В 1944 году, когда вышел приказ о принудительной демобилизации из армии представителей депортированных народов, полк Зелимхана воевал в Польше. Расставаться с Зеликом никто не хотел, и потому командование полка на свой страх и риск, по негласной договоренности с полковым особистом, выправила пареньку документ на имя казаха Александра Аладдинова. Эта уловка и спасла положение. Он остался в армии и находился на фронте до самого Дня Победы. С частями своего корпуса Максутов принимал участие в боях за освобождение Польши, Чехословакии, Австрии и Венгрии. Как свидетельствуют документы, чеченец и сын полка Зелимхан Максутов скоропостижно скончался от разрыва сердца в конце мая 1945 года, во время прощального парада полка близ венгерского города Шапрон. Как же случилось так, что он, прошедший пол Европы воин-освободитель, в столь раннем возрасте, умер столь неожиданно и странно? В конце мая 1945-го, полк Зелимхана покинул освобожденную Чехословакию и, пройдя восточную часть Австрии, остановился у венгерского города Шапрон. Здесь предстояло уволить в запас добрую четверть полка. Перед строем вынесли знамя полка. Фотография запечатлела, в буквальном смысле слова, изрешеченное осколками и пулями боевое знамя, знаменосца и двух ассистентов. Один из них, Зелимхан Максутов, справа. Торжественным маршем прошли в последний раз перед знаменем ветераны. Грудь каждого украшена боевыми орденами и медалями. С кем прощались они глазами? С боевым знаменем или со своим любимцем Зеликом? Кто знает. А вот что творилось в душе у мальчика, мы можем понять. Однажды он уже потерял свою родину, потерял и семью, а теперь навсегда расставался со второй. Вот и не выдержало сердце маленького героя. Во время прощального парада полка он умер от разрыва сердца. Вот так и ушел из жизни сын полка, чеченец Зелимхан Максутов. Да помилует его Всевышний. Друзья, ну а на этом все. С вами был Чечен-синдром. Всем мира и добра и до новых встреч.